Попадая в Абхазию впервые, остро ощущаешь, что здесь только-только совершилось сотворение мира, и Господь еще не успел уйти далеко. Тут все время происходит невидимая штопка человеческих душ, в которую вплетаются нити искушения и высокого откровения. Так пишет об Абхазии русский путешественник Дмитрий Менчонок. Читая все его публикации об Апсне, убеждаешься, Дмитрий любит нашу страну, удивляется ее чудесам, восхищается ее красотами. Абхазию, по его собственному признанию, он открыл для себя недавно. Мы приехали, чтобы сказать что-то доброе, чтобы помочь, а в результате просто узнали ту правду, которая нас купила. Считайте, что это метафизика или та самая любовь, которую не выбирают. Можно говорить, когда говоришь о месте, что к нему испытываешь любовь и к людям. Абхазия способна удивлять, а удивлять она способна, потому что у нее есть свои чудеса, может быть, даже не видно и вам. Мне, приезжая сюда и замечая, смотря на все широко раскрытыми глазами, я вижу здесь пространство для сказки. Может быть, это еще мой собственный выбор. Дмитрий Менчонок, журналист, продюсер, театральный критик, закончил театроведческий факультет ГИТИСа. Начинал новую волну журналистики в газете «Коммерсант». Был автором сценариев популярной телевизионной программы «Как это было». В настоящее время Дмитрий – обозреватель газеты «Московский комсомолец» и журнала «Огонек». Автор нескольких романов и пьес. Роман о композиторе Исааке Дунаевском признан лучшим произведением о музыке и музыкантах. Пьеса «Прощай, Марлен, здравствуй», посвященная Марлен Дитрих, с успехом шла в театрах России и Европы. Дмитрий, во многих своих публикациях вы вспоминаете Амру. Что это место для вас? Амра, наверное, это пуп земли. Знаете, в каждом же городе есть свой пуп земли, а в каждом месте. Мне первый раз о нем рассказал Андрей Вознесенский, не Искандер, а именно Андрей Вознесенский. Я приехал сюда, увидел, мне показалось, что я должен куда-то отплыть, туда дальше. Для меня не овеяно это место такой мистикой, как для вас, но для меня это место, где рождается абхазский анекдот, сухумский анекдот. Это классно, я люблю посмеяться, и если абхазцы умеют найти такую точку зрения, с которой все происходящее с ними кажется смешным, это здорово. В майском журнале «Огонька» была напечатана статья Дмитрия Менчонка «Жизнь после драки». Главный герой его репортажа – артист Абхазского театра, депутат Народного собрания Кесоу Хагба. Кстати, по рейтингу журнала в интернете этот материал занял первое место. А чуть раньше, в том же «Огоньке», на 4 страницах Дмитрий в статье «Сны об Апсне» буквально разрекламировал Абхазию и ее курорты, людей и их обычаи. В журнале «Культ личности» читатели обязательно привлекут абхазские истории, рассказики, анекдоты на фоне красочных пейзажей Абхазии. Вот эти горы, море, этот шум волн, он способен вызвать в душе человека, который всем этим не избалован, какие-то мистические переживания. Если я пытаюсь о чем-то писать, то прежде всего о том, что способно переродить душу. Потому что, мне кажется, главное отличие Абхазии от всего остального мира в том, что абхазы у них есть очень сильная закваска, чистота, сила, суровость и чистота. Наверное, так. В журнале «Московский комсомолец» вышло несколько статей Дмитрия об Абхазии. В одной из них журналист рассказывает о князьях-виноделах из рода Ачва. О материале «Застольный лабиринт» или «Острый тост вместо приправы» автор рассуждает о тонкостях абхазского застолья и рассказывает маленькие истории с прошлого. Абхазия богата на чудеса, считает он, и чувствует удовольствие победителя, спускаясь с древней анакопии. А началось все с работы в организации, созданной в 1999 году группой московских журналистов «Центр содействия культуре Кавказа». Эта организация занимается проблемами культуры в Кавказском регионе. Ее директором является супруга Дмитрия, Ольга Дубинская. Основная программа, над которой наш центр работал буквально со дня его образования, с 1999 года, это информационная программа, которая называется «Другой Кавказ». Сейчас мы ее уже практически завершили. Смысл этой программы заключался в том, что как раз в 1999 году, когда возобновились военные действия в Чечне,
И на средства массовой информации обрушился поток негативных материалов, и очень агрессивно люди стали воспринимать все, что исходит с Кавказа. Ну, не будем этого скрывать, это действительно так было. Мы решили начать серию публикаций, связанных с другим Кавказом, с культурным лицом Кавказа. И мы решили показать, что Кавказ – это не боевики и горы, а культура и люди. Ольга Дубинская – журналист, продюсер, театральный критик. Она закончила театроведческий факультет ГИТИСа, автор многочисленных статей по проблемам культуры. Ольга вела различные авторские программы на радио и телевидении. Абхазия – страна многообразная и, я бы сказала, многообразная. Потому что на каждом квадратном километре можно найти множество образов, которые вызывают в сознании удивительные художественные впечатления. Потому что вот даже на набережной сидят люди. Ну, посмотрите, это же каждый человек, сидящий на тех лавках, это образ. Это свой образ, наполненный сам по себе Абхазией, и образ, который дает возможность нам наполниться Абхазией. Я очень люблю всматриваться в лица. Очень люблю сухумчан, людей Абхазии. Потому что по прошествии 10 лет я понимаю, что они знают, что ничего не падает с неба просто так, кроме бомб. И старшее поколение это знает, и молодые это знают. И мне кажется, что главное в Абхазии – это люди. Московский центр содействия культуре Кавказа сотрудничает с Фондом культуры Республики Абхазия в лице его председателя Кесо Хакба. За прошедшие 3 года проделана большая работа. Абхазский государственный драматический театр имени Самсона Чанба участвовал в международном театральном фестивале «Сцена на перекрестке» в городе Пловдиве в Болгарии. Спектакль «Самоубийца» Эрдмана в постановке Валерия Кови признан лучшим спектаклем фестиваля. Но когда они сыграли «Самоубийцу», я вам скажу, в зале наступила такая тишина, а потом такой буря, просто буря оваций. Этот спектакль не стареет. И мы поняли после этого с Ольгой, что Абхазский театр – это та карта, на которую можно ставить, ее можно и нужно продавать. А это, по-моему, единственное, что хочет западный зритель удивляться и в вашем театре, а мне уже хочется говорить и в нашем театре, потому что тут как бы все смешивается. Есть та доля экзотики, ну, потому что Кавказский театр для Европы, и та высокая доля европейскости, которая странным образом соединяется, знаете, играет как хорошее вино и бьет в голову. Надо признать, и это не только мое мнение, это уже подтверждено несколькими фестивалями, в том числе фестивалем национальных театров Северного Кавказа. Абхазский театр является лучшим и на территории Северного Кавказа, и, как сейчас принято говорить, прилегающих территориях. Любая пьеса, насколько мне известно, а я видела практически все спектакли в Абхазском театре, любая пьеса, кем бы она ни была написана, Шиллером или Эрдманом, она становится национальной абхазской, потому что театр вносит в свои спектакли, вносит в драматургию тот непередаваемый, очень тонкий и еле уловимый, но хорошо узнаваемый колорит, известный каждому абхазу, сидящему в зале, и играет на тех струнах, которые в душе каждого абхаза отзываются тем впечатлением, которое потом оседает в сердце. Затем Абхазский государственный драматический театр имени Чанба участвовал во 2-м фестивале национальных театров Северного Кавказа «Сцена без границ» во Владикавказе. Спектакль «Махас» по Фазилию Скандеру в постановке Валерия Кови признан лучшим спектаклем фестиваля. Не все спектакли этого фестиваля собирали полный зал, но удивление, Абхазский театр собрал полный зал, это был переаншлаг, люди сидели в проходах. И когда сыграли «Самоубийцу», зал действительно взорвался аплодисментами. Люди минут 15, если не больше, аплодировали стоя. И сами актеры не верили, что происходит. Они выходили несколько раз на поклоны, но, может быть, даже еще не веря, что их принимают так восторженно.
Театр для меня ассоциируется именно абхазский театр имени Чанбы, который сейчас возглавляет Ковы, с абхазским языком. Я сижу, я вдруг начинаю уже понимать: здравствуйте, до свидания, я уже хочу повторять мелодию языка, слышу, это очень важно. Для меня, я русский человек, я хожу здесь по улице, я слышу очень много русской речи, мне это даже не всегда нравится, я хочу слышать больше абхазской речи, потому что, во-первых, она напоминает шум ветра, там есть шум ветра, шум волн, там все есть, что есть у вас в природе. Этим языком им нельзя пренебрегать, и не потому, что я вам это говорю, я не имею никакого права вам советовать, просто я говорю, во Франции странно не слышать французскую речь, также в Абхазии мне странно не слышать много абхазской речи. Поэтому я думаю, что этот театр — это как бастион языка, раз, или может быть два, потому что прежде всего это оплот высокого таланта. В журнале «Театральная жизнь» был опубликован тематический блок, 4 статьи, посвященные Абхазскому театру. 2 из них принадлежат перу Ольги и Дмитрия. Когда состоялась наша новая встреча с Абхазским театром, меня очень порадовало то, что это спектакль молодого режиссера Мадины Аргун, и, на мой взгляд, многообещающего. Мне приятно осознавать, что в Абхазском театре растет молодая смена, потому что надо отдать должное Валерию Михайловичу Ковы. Он воспитывает молодых режиссеров, потому что знает, что у театра есть будущее. Московский центр содействия культуре Кавказа организовал также 2-недельный мастер-класс по актерскому мастерству педагога школы-студии МХАТ имени Немировича Данченко, режиссера Бульбы в Русском драматическом театре в Сухуми. В их послужном списке и организация участия Государственной хоровой капеллы Республики Абхазия в Международном фестивале хоровых коллективов «Хрустальная лира» в городе Владимире. Коллективу были присуждены 4 номинации. Самое главное, что они получают огромное удовольствие, когда они это делают для нас, и они не скрывают, что им нравится все, что касается истории, и народ наш Абхазы, и, естественно, вот наши творческие коллективы. Они действительно для себя открывают и открывают для мира. Они действительно пробили благоду информационную, чтобы вот по всему интернету, вот театре, хоровой капеллы особенно, а других коллективов, действительно они очень многое сделали. Чисто по-человечески, и мне очень приятно с ними работать. Мы пытаемся вполне серьезно создавать общественное мнение в отношении Абхазии в Москве, но только не за счет политических новостей. Мы не пишем, мы никогда не писали о смертях, об убийствах, мы пишем об культуре, об истории, пытаемся через это сделать понятным и доступным то, что кажется неважным на расстоянии 1000 километров. Безусловно, абхазы могут гордиться своей культурой. Чем больше людей будет об этом знать, тем более Абхазия будет считаться страной культурной, цивилизованной, вопреки тем мифам и легендам, которые создаются с противоположной стороны. А закончить этот сюжет мне хочется словами Дмитрия Менченко. Море и горы – 2 крайности, на которые обречена Абхазия. Горы хотят раздавить море, а море готово проглотить горы. Высота духа и глубина страсти. Жизнь в Абхазии пролегает между этими крайностями.